торговом центре «Франт» открылся магазин «Галамарт». Скорая не приезжает уже 2 часа. Это, кажется, самая распространенная проблема скорой медицинской помощи. Но на это у медиков свой ответ. Пробки, ДТП и самое главное. А какая помощь вам нужна? Неотложенная или экстренная? Они не обращают внимания на камеру. В такие моменты время у них идет в несколько раз быстрее. Пациентов и тяжесть случаев не выбирают. От аллергии до крупных ДТП. От банального какого-то ушиба или легкого растяжения пальца до тяжелых сочетанных травм, которые сопровождаются переломом различных областей тела, тяжелыми черепно-мозговыми травмами. Правда, быстро помочь всем, кто просит, не всегда удается. В день только в Казани в скорую поступает 1200 звонков, а бригад 80. Сами все прекрасно живете в нашем городе, знаете, когда возникает часы пик, да, или где-то произошло ДТП, дорога прикрывается и проезд скорой помощи тоже усложняется. Когда до пациента добраться невозможно или далеко, по словам врачей, они отправляют вертолеты. Приоритет бригады дают экстренным случаям. А вот если ваш вызов получит статус неотложного, то у скорой есть 2 часа на дорогу. Можем разделить, то есть экстренная помощь, это когда есть условно угроза жизни, неотложная, без явных признаков угрозы жизни. Некоторые жители этого не знают. Об этой и других проблемах скорой неотложной помощи сегодня говорили на Всероссийской научно-практической конференции. Доклады, они позволят нашим, в первую очередь нашим врачам повысить свой уровень знаний и здесь обзавестись новыми знакомствами. Есть чем поделиться и Татарстанской службе экстренной помощи. Чтобы снизить нагрузку на бригады скорых и ускорить работу, на неотложные вызовы выезжают фельдшеры из ближайших поликлиник. Салават Ахмадуллин, Игорь Романов, ТНВ, Казань.